у меня что-то здесь не накрашенное, волосы там не накрашены, прически нету там и так далее, да? И начинают 100 отговорок искать. Да? Есть такое? У кого есть хороший результат? Вот прям, который хочет поделиться. Есть такой результат? А? Есть, да? Вы записали видео? Вы записали видео? Вы записали видео? Сегодня вы что будете делать? Записывайте. Запишем. Телефон не могу освободить. Там сколько снимков. Я сниму вас. Я возьму. Меня возьму. Ну, это другая тема, это 3О. Да. Если вы эту тему знали, Нет. по интернету. Нет, я 3О, которые нам мешают делать бизнес. Осуждение, обвинение, оправдание. Вот это оправдание. Телефон заполнит. Я просто его разгружать не умею. Знаете, моя любимая фраза: нет слова не могу, есть слово не хочу. Нет слова не могу. Обвинение, Есть оправдание. слова не хочу. Я всегда, знаете, я делаю бизнес, знаете как? Я даю возможность людям, знаете как? Вот как будто бы я всем говорю об этом, конечно, это неприятно, но вот представьте, если вдруг, не дай бог, ваш родной человек заболел серьезно. Да, я согласна, но этот пример людям понятен. И вы перевернетесь в лепешку, но вы найдете деньги на операцию. Понимаете? Перевернетесь. Но сделайте это. Понимаете? Я так делаю. Я в этом бизнесе точно так же. Потому что я бегу давать возможность людям. Бегу, чтобы успеть. Понимаете? Потому что есть люди, которые вот им нужно сейчас ЛФ, через месяц им уже не нужен ЛФ. И многие вот так теряют своих близких. У меня буквально 2 дня назад у моей родной одноклассницы, которой мы проучились, мама скончалась из-за того, что у нее был препарат от астмы, и она не успела до него дойти и скончалась. Вы представляете? А я ей отправляла информацию про ЛФ. Она просто пролистала это. Понимаете? Достучаться до людей. Но надо это делать. Это надо делать. Потому что больше людей сейчас благодарят. Больше людей, которые реально получают результат, они благодарят. Да? Многие говорят, что это продукт, посланный Всевышним. Да? Потому что не может быть такие результаты. Вот я просто... у нас в Алмате есть результат. Парнишка, у него представляете, он утром просыпается, его утро начинается с того, что он начинает чистить свою кожу. Как она, знаете, кожа такая, как чешуя. И он утром просыпается, чистит. Ихтиоз. И это, да, как? Ихтиоз. И это болезнь страшная. Вот представляете, страшная. Если вы говорите, что вам плохо, вам хорошо. Вот ему реально плохо. Потому что его утро начинается так. И сейчас он получает результат. А теперь скажите, мы сделали хорошее дело? Да, конечно. Так он, знаете, он благодарит. Мало того, что есть еще один мальчик, у него хороший результат, он отправлял, кстати, отзыв свой по всем чатам. И самое, что интересно, мама сказала, не снимайте его, не надо, потому что мы получаем как называется? Инвалидность, за инвалидность. Пособие. Нас могут снять. Так, мне очень нравится этот мальчик. Почему? Потому что он не послушался маму, а снял видео сам. И он показывал баночки, баночки. Я вот это пил, я вот это пил. Видели, да? Да. Он показывает, вот это, представьте, вот эту охапку я пил. Вот эти лекарства я пил. Вот это я все пил. А теперь показывает один ЛФ, а теперь я пью вот это. У меня пришла ссылка. Классно? А представьте, он скольким людям даст возможность быть здоровым.
Потому что многие же не верят. А если нас будет больше на Ютубе? Да. Понимаете? И в Ютубе, вот видишь, вниз спусти. Вот В Ютубе. женщина. Да, вот у нее, ну это посмотрите. Вот она рассказывает со слезами на глазах. Это ваш результат, да? Да? Сауле 6 детей. Сауле, расскажите про нее. На самом деле она рассказывала со слезами на глазах. Вот, и она пришла, я еще сейчас добавлю, она пришла специально на презентацию рассказать результат и уйти. Да. Представьте, просто прийти, рассказать результат, и ей надо было бежать куда-то. Представьте, какая смелая женщина. Да? Действительно, до Эллы, до 15 января она сама прямо на видео выступает и говорит о том, что она была как овощ. У нее 6 детей, не было стимула к жизни, то есть вот эти боли ее постоянно беспокоили. Но узнав через Айжан, которая проживает здесь в Астане, и Шолпан, она начала пить с 1/10, с 1/8 части. И она с Раушан позвонила. Да, она позвонила в начале Раушан, удостовериться, действительно ли так, потому что у нее такой же диагноз опухоль головного мозга. И когда она узнала, она начала употреблять. То есть она тоже вначале скептически, ну неужели эта капсула может помочь? Но она начала пить с 1/10, с 1/8 части. И на сегодняшний день, когда была у нас конференция в Астане 16 апреля, мы как раз сидели, я ее увидела, я об этом не знала, какой у нее диагноз. И когда я увидела, она мне сразу понравилась, потому что она в таком в оранжевом платье сидела и сразу бросалась в глаза. Но когда я узнала, когда мы вечером собрались о ее диагнозе, то есть это совершенно другой человек. До 15 января она была как просто овощ, она сама об этом говорит. От нее медицина отказалась. Ей сказали: крепитесь, держитесь и все. Представляете? Человеку, у которого 6 детей. Но когда она начала пить, то есть это совершенно другой человек. Другие анализы. И она говорит, что в мае ей предстоит сдать МРТ. И она сама говорит: я не хочу сдавать. Потому что медицина на тот момент от нее отказалась. Но благодаря нашей уникальной продукции она получила шикарный результат. И сегодня у нее есть уже стимул к жизни, что она и детей поставит на ноги, и сама она, как говорится, и воспитает, и женит, и даст сама, все сама своими, благодаря нашей уникальной продукции. Уникальная продукция. Она еще разговаривала и с Раушан, и Жанат она разговаривала, и когда... И вот то, что действительно наша капсула, это диагноз, это действительно так. Когда она начала пить ночные аксели, она говорит, до этого боли не чувствовала, а именно там, где находилась эта опухоль головного мозга, именно эта точка, представляете, именно ее беспокоила. То есть действительно наша капсула диагноз, и она действительно выявляет то место, где у человека проблема. И сейчас, на сегодняшний день, этой боли нет. А как называется продукт? Продукт говорили. Акселер. Акселер 8 и ЛЭ8. Компания Бейпик. Компания Бейпик. Благодарим. Всем рекомендую. Ну, смотрите, опять-таки, сейчас вот вы здесь послушаете, и начнете лечить всех своих, да? Искать онкобольных там и так далее. Не надо этого делать. Да, потому что, смотрите, во-первых, я никогда не беру ответственность. Даже Раушан ко мне, когда пришла, я ей сказала, я не могу тебе сказать, я не врач, мы здесь не врачи, мы не лечим. И продукты наши не продукт, не лекарство. То есть оно ничего не лечит. Поэтому не надо никого лечить. Вот мне сегодня пришли и звонят, там, метастазы, что вы скажете? Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Поможет, не поможет, я не знаю. Но если у человека метастазы, а что ему терять? Вот что ему терять реально? Ему терять-то нечего. Даже медики не дают никакую гарантию. О какой гарантии мы можем говорить мы? Понимаете? Никогда не давайте гарантии своим людям. Я отправляю видео. Покажи видео, где Айличина видео засняли. Я это видео отправляю. И я говорю, посмотрите и сами примите решение, нужно вам пить или нет. То есть вы с себя снимаете ответственность. Не надо. Я просто говорю, в YouTube зайдите, посмотрите людей, которые получили результаты. Можете, я могу дать телефоны тех людей, которые получили результаты. Но давать гарантию, что вы получите результат, я даже не даю гарантию, что волосы вырастут. Понимаете? Мы не можем давать никакую гарантию. У всех организм разный, индивидуальный.
Вы же видели, по Витилиге результат быстро получил? Так потому что у него 1,5 года, как Витилига появилась. Поэтому он быстро получил результат. А есть люди, которые там по 10 лет и хотят за 3 месяца получить результат по Витилига. Да? Поэтому, смотрите, мы должны грамотно, раз мы являемся консультантами, менеджерами BEPIC, да, то мы должны грамотно консультировать. Никого не лечить. Понятно, да? Никого не лечим. Но раз есть такие результаты, вы должны просто говорить, есть результаты, делай выбор сам. Я всегда так говорю. И мне никто не приходит и не говорит, ты продал, а там кто-то там скончался. Понимаете? Никто ко мне так не заходит, потому что я не беру на себя ответственность. Я отправляю видео врача, отправляю, как употреблять продукт. Причем не я говорю, как употреблять, а я отправляю видео, где говорит врач. Понимаете? Вот надо как правильно делать. Видео, все отправляйте видео. Даже вам не надо ничего говорить. Отправляйте видео и приглашайте на онлайн-встречу. Все. Настолько все легко и просто. Да? Видео, да? Другое. Нет, другое. Ученые придумали как. Да. Теперь смотрите, раз мы сказали про академию, вы получили, наверное, видео, да? Я отправила по автороботу, отправила BEPIC Астана. Чат. Получили? Вот это посмотрите. Да, посмотрите и обязательно отправим видео. Илья, отправишь, да? Отправить видео, как настроить авторобот. Чтобы все настроили. Люди, которые вышли на доход более $2000, должны попасть в рейтинг. Покажи рейтинг. Попасть в рейтинг, потому что когда вы даете ссылку в академию, ваш человек находит вас. Если вас нет в рейтинге, он скажет, ну что-то мой наставник не в рейтинге. Да? Вот видите рейтинг людей. И тут раз. Тут Манар, Алия, да? Где у нас? Айгуля, Айлита, понимаете? И люди видят, что вы в рейтинге находитесь, что вы лидер. А рейтинг он как определяется вообще? Вам доход надо поменять. По доходу, да? Да, по доходу. Рейтинг по доходу идет. Вам надо доход поменять. Да, мне надо доход поменять. У меня доход там уже. То есть, смотрите, теперь про академию понятно, вы это все сделаете сами. Сейчас мы вернемся в Инстаграм. Инстаграма найди. Инстаграм. Ютуб понятно, как раскручивать? Открой мой Ютуб. Я вижу, женщины какие-то туда. Открой мой Ютуб. Зайди сюда. Зайди сюда. Зайди. Видео? Да, в видео зайди. Вот. А теперь смотрите, когда вы видео делаете, где этот монет? Еще. А вот вниз, да? Вниз. Вот смотрите, когда вы видео делаете, вы вот здесь Еще нажимай, Ирла. Еще. Вот здесь свои данные вставляете, видите? Facebook, Instagram, то, свои данные внизу. Поэтому у вас должны быть свои видео и свой YouTube канал у каждого. Понятно, да? Желательно не скачивать. Оказывается, из-за того, что я скачивала там какие-то ролики, мне теперь YouTube канал не платит деньги. Да ладно. Да. Оказывается, нужно свои только ролики записывать. Авторские права, да? Да. Из-за этого. За это деньги можно получить? Конечно. Но только если вы снимаете Нет, а только теперь свои ролики. они вообще не будут платить, что ли? Пока Или нет. определенно? Понятно, да? А я, блядь, Вот, у меня оказывается, тоже там поэтому немножко нужно свои ролики осталось. иметь. Сами снимаете. Даже вы видите, человек встал, каждый снимает со своего ракурса. И каждый вставляет для себя. А то у нас говорит, ай, ладно, у тебя перепишу. Как это в школе, да? У тебя перепишу, у тебя спешу. У каждого должен свое. Вот вы, например, сейчас пишете в блокноте, да? Я возьму ваши и возьму вот этого человека, да? И я буду вот так смотреть. Вроде я говорю одно и то же, но каждый записывает свое. Да? Кому что надо. Но не слово-слово. Да? Понятно. Теперь вот YouTube понятно. Раскручиваем, понятно, как раскручиваем. Во все соцсети, чаты добавляетесь. Записали классный ролик. Записали, то есть вы можете ко мне смотреть, к Манару зайти смотреть, Ирлану зайти смотреть. Посмотреть, кто как записывает. Потому что в начале, когда я открыла YouTube канал, я посмотрела, как Надежда Дручинина записывает. Я посмотрела, как Иван Вог записывает. Я посмотрела. То есть тех людей, у которых есть результат.
посмотрела и для себя что-то взяла. То есть вы должны тоже это делать. Угу. Вот это вот сайт, это то я взяла у Надежды Дубчининой. Понятно, да? То есть я ничего не придумываю. Я все беру. И не надо стесняться брать. Угу. Кто-то меня еще... Только ссылки свои ставьте. Теперь Инстаграм. Да. Теперь смотрите. А?